Друзья, всем привет! Ну что, попахивает, ребята, первым льдом. В этом году очень-очень, ребята, поздно. В прошлом году уже давно-давно стояли на льду, рыбачили. А в этом году, ребят, как-то так. 17 ноября у нас. Приехал в деревню по делам. Вот, и решил прокатиться на речку, посмотреть, как обстановка. У нас уже как второй день такие морозики ночью. Что-то 8 градусов, 9. Вот, понятно, река еще долго будет остывать, шуговать. Ну, озерам хватает, ребята, 10 градусов, чтобы образовался какой-то лед. И можно производить рыбалку. Как правило, наверное, все, кто занимается зимней рыбалкой, открываются именно на озерах, на каких-то водохранилищах, там на прудах. Вот. Думаю, съезжу, посмотрю. Информация была, что в каких-то уже местах уже там, ребята открывают. Сегодня поехали знакомые. Но это не для нас, ребята. У нас есть горький опыт, так что нет, это все баловство. Ни одна рыбалка, ребят, рыба не стоит всего этого, проблем, вот, а возможно и трагедий. Ё-моё. Пошла водиться. Братва, надо домой срочно. Сейчас замерзнем. Все. Блин. Тут, главное, прошел же нормально. Туда пошел, не рисковал. Так обошел. Все. Хана. И сушил. Лед подо мной попер. Ну вот. Первое купание. Блин, я же еще... А дома-то не близко. Ехать надо в деревню, ребята, к Лехе. Блин, как так-то? Ё-моё. Выполз, короче, ребята. Нормально. Ну, здесь глубоко. Метра 3 тут, наверное. А то и больше. Все, хана. Да, на улице-то тоже минус. Чувствую, ко дну пошел. Блин, как так-то? Да, ребята, в аккурат надо. Лед все же коварный первый. Хорошо обошлось, все нормально. Я руки растопырил. И как-то быстро вылетел, блин, на самом деле. Глубина здесь, блин, приличная. Это хотя бы Лехиному коту рыжему привезти. Да, ребятки, в аккурат, блин. Сколько здесь? Здесь нормально. А там уже, вот видите, середина, ребят. Прополз. Ладно, не смешно, ребят. Заболеть не хочу в начале сезона. Надо сливаться. Погнал я, ребята. До дома не доеду, до деревни, до Лехи хотя бы доехать. Фух. Нырнул. Блин. То бишь, все-таки равномерный лед, ребят, не может быть. Он как-то... Надо же было. Телефон хоть живой. Ё-моё. Что делать? Ребята, что делать? Тут же глубоко. Блин. Останавливаться никак, ребята, нельзя было. Я и херачил, блин. Говорила мне мама, сидь дома, куда лезешь? Тут уже, ребят, все, тут уже не смешно. Если я сейчас встану, нырну, все, край.
Меня отсюда никто не возьмет. Только вертолетом. А там тайга непроходима. Я там не пройду. Нужны лыжи. Черный лед. Опасный. Думай, голова. Шапку куплю. Собака, ребята, ко дну идет. Ё-моё, блин. Собака идет ко дну. Вода тут идет. Ё-моё. Охренеть. Вот это дела, ребята. Это все, это край. Да-да-да, ребята, было и такое. Но, как говорится, учиться надо на чужих ошибках, а не на своих. Вот. И первый лед, он коварный, конечно. Понятно, что чес вот это, ну, знаете, да, сейчас вот кто вот сидит, ждет тут просто, вот он, вот это у него, вот этот бардак в голове, вот этот рвение, вот этот открыться там. Уже многие открылись, я знаю, северные там регионы, ну, понятно, там Якутия, Ямал и так далее. Вот. Как бы они дразнят. Ну, надо, ребят, хладнокровно к этому подходить, и можно попасть просто жестко, и ну и будет неприятно. Смотрю, небольшая шуга, ребят, только-только начала. Шуги особо нету. В целом даже можно рыбачить налимо. Но я уже, ребят, не поеду. Буду закрываться. Точнее, закрылся. Вот. В деревне одна лодка осталась. Еще кто-то, смотрю, не убрал. Не знаю. Может, сетки стоят, может, что. Но в целом уже, конечно, вот как-то так. Шугуют, ребят. Потихоньку шугуют. Вот начала шуга идти. Вот кто, может, не знает, как формируется речка именно как раз из-за шуги. Она не замерзает льдинами. Вот это маленькие торосы, шуга. Они забиваются, делают заторы. И потом они соединяются и формируется лед. Вот. Понятно, что река у нас небольшая. Остановить ее хватит в минус 30. Как бы минус 25, и она встанет. А вот большие речки, как там Енисей, Лена, Обь, Печора, даже наша матушка, ее долго останавливать приходится. Ну, как-то так. Да, плохие дела, опять нету снега. Делюсь такой информацией, ребят, просто может кому-то интересно, кому-то полезно. Опять нету снега, и лед будет опять грязный, так как пляжи открытые. И сейчас сильный ветер, я даже вот ушел под мост, под понтонную переправу, чтобы с вами поздороваться. Вот, с пляжей будет задувать песок, попадает вот на эту шугу, формируется лед, и потом буришь и психуешь, потому что лед грязный, песок, а вот это мелкие щепинки, маленькие камушки, они моментально, ребят, тупят ножи. Понятно, что сейчас есть ножи грязный лед, но тем не менее. Вот. Нет такого, что навалило снега и потом все формирует. Но в будущем, смотрю по прогнозу, и снег, ребята, еще и будет плюс. А плюс будет жесткий с дождем, короче. Смотрю качели, кто в телеграм-канале, делимся погодой, температурой. И перепады просто, ну, очень жесткие. От 32 минуса, ребята, до плюс 2. Вы представляете? Ну, это ужас. Просто такие перепады, ну, это вообще... Ну а так вот понтонная переправа, ребят. Она будет вмерзать и всю зиму будет соединять две деревни. На весну во время ледохода понтонную переправу у нас убирают, потому что льдины, много леса плывет, и деревня на недельки-две, ну, по сезону, по воде обесточена от цивилизации, так скажем, от большого мира. Ладно, на реке все понятно, ребят, погнали. Съездим мы, тут недалеко лужа,
Посмотрим, как дела там. Вот, друзья, лед стоит. Бывшая старица. Не знаю, сколько здесь не пробовал. Хоть и затапливает, но рыбы почему-то не клюет. Хотя когда-то с отцом здесь давным-давно на удочку хорошую сорогу ловили. Видно, кто-то кидал камни. Вот. Ну, в общем, ребят, такие дела. Сейчас возьму нож, посмотрю, сколько сантиметров. Ну, заберег, смотрю, плохой, как правило. От земли идет тепло, и заход на лед всегда плоховатый, первый лед. Обычно что-то кидаем, какие-то ветки. Ну, а на самом льду уже там можно, в принципе, ходить, мне кажется. Сейчас проверю. Там хороший лед, да. Хотел проехать, ребят, на Старицу. Тут неподалеку еще одна, как озеро. Вот, там сантиметров 3 получается, но там она открыта. Холодный ветер тоже помогает. А вот в лесу непонятно. Хотел проехать, ребята, здесь так раскурочено все. Обвалилось. Труба идет. Раньше дорога была. Ну и все, дороги нету. Ну и смоет, мне кажется, через пару сезонов вообще ничего не будет. Река будет заходить, наверное, сюда. Скользко. Проехать можно, но опасно, ребята. Нырнуть можно капитально. Что туда, в реку, что туда. А здесь вон небольшой участочек. Скользко, снег скользкий. Земля мерзла после дождей. Нафиг не поеду. Короче, рано еще, ребят. Можно, но ну его нафиг.
Так, посмотрел. Будем ждать крепкий лед. Ну, естественно, ребят, открываемся мы не здесь. Открываемся мы в другом районе. Пока ни снега, ни мороза, ни льда. Пришла, ребят, тяжелая, огромная посылочка к зимнему сезону. Пару дней назад привезли. Вот. Выгрузили так возле калитки. На дороге лежит, надо загнать к гаражу. Вот. Ну и обзорчик покажу вам небольшой. Вещь нужная. Особенно кто занимается охотой, рыбалкой. Ну, снегоходная техника, я думаю, будет интересная информация. Так что поехали домой. Загоним, посмотрим. Самому интересно пощупать, так скажем. Погнали. Так, друзья, ну что, добрался. В общем, вот такие чудо-сани, ребята. Ну, наверное, в принципе, уже видели не раз у многих. Сани такие есть. В общем, и у меня появились. Нуждался я в больших санях. Сейчас поподробнее все расскажу. А так вот, привезли. Надо закрутить дышло, потому что везли на багажнике. Саныч, тебе респект. Как обычно, выручаешь. Искал я тут машину, прицеп, потому что сани не маленькие, 2,5, ребята, метра. Большие, огромные. Вот. Лодочный-то у меня есть, а вот такого нету. Ну и, в общем, туда-сюда. Сане позвонил, говорю, Сань, так и так. Он говорит, Андрюх, сейчас решим. Короче, привез на багажнике. Ну что, вот я в Максиходе загрузил сани. 2,5 метра, стоячее место. Вот так вот это выглядит. Так что скоро посылка будет на месте. Так, ребят, закрутил дышло. Снега еще нету. Мотособачка еще отдыхает. Но у меня на мотоцикле прицепной, ребят, снегоходовская. Вот. Оттащу,
полем до гаража на мотоцикле. Ну, надо с дороги убрать. Вот. Так что погнали к гаражу. Ну что, братцы, дотянул сани. Встречайте, снегоходные сани от компании Maxi-Hot, Max Eco Pro, ребята, город Сыктывкар. Вот в таком исполнении. Соседский пес, ребят, будет мешать немножко, но простите, что деревня. Начнем с предыстории, почему, ребят, задумался приобрести большие сани. Сани реально большие, огромные. Сейчас пройдемся, естественно. Все точечно вам покажу. Вот. Ну, техника, ребята, у меня уже давно. Соответственно, накопился шмурдяком, да, если, допустим, едешь там на день, там, ну, тебе нужен там ящик, грубо говоря, 10 жерлиц и бур. А когда едешь с ночевкой, зимой, ребята, это намного больше. Это добавляются раскладушки, добавляются
печки, теплые вещи. В общем, зимой шмурдяка намного больше, чем летом, я считаю. Вот. Какие-то брикеты ты с собой берешь, бывает налет, и, соответственно, надо все это умещать, надо все это увозить. На данный момент, ребята, у меня имеются пару саней. Это от компании Тафалар. Вот. Данные сани вот эти 1,5 метра, ребята, ширина 55, а высота 25. Использовал как грузовые. Вот здесь грузил основной шмурдяк. Вот. Плюс что-то еще там, топливо, не топливо. Езжу не один, частенько приезжают гости или с семьей. Вот. Появились вот такие сани, ребята. Тоже как пассажирские у меня, специальным таким сиденьем, вот, заводским. Цеплял я их на карабин, вот, дополнительно. И вот здесь у меня сидел человек. Ну, естественно, какие-то вещи здесь тоже под ногами. Вот. Полный кофр от мотобуксировщика. Что-то в модуле. Короче, паровоз получался под 11 метров, ребята. И вещи прям, ну, кто смотрел ролики, наверное, кто давно на канале видел, ребята, что просто грузишь прям с горой вещи. Не очень это удобно. Понятно, что по реке где-то там ползешь, ничего страшного. А вот когда по лесу где-то переезжаешь, вот этот паровоз не очень удобно. Еще такой немаловажный момент, ребята. Есть палатка у меня зимняя, куб. И куб в собранном виде, он 1,90 м. Он ни в одни сани, ребята, у меня не залазил. Я делал площадку, грузил, как-то старался выровнять площадку. И уже палатка у меня сверху лежала, и конец, ну, концы у меня торчали. Тоже не очень удобно, не залазит, в общем. И давно уже задумывался взять какие-то одни большие сани, чтобы можно было загрузить весь шмурдяк туда, и еще можно было перевести человека, как бы. Потому что, да, эти маленькие сани, да, они полегче, но в совокупности получается, ребята, размер, длина и вес плюс-минус одинаковый, если иметь большие габаритные сани. Пробовал я таскать большие снегоходовские сани на своем тафаларчике, спокойно справляется. Соответственно, думаю, надо взять. Вот. И у нас в городе Сыктывкар есть такая компания, занимаются они уже давно. Сани эти уже, ну, года 2, наверное, в эксплуатациях у многих людей, как бы, и у знакомых ребят, которые рыбачат. Полет нормальный. В общем, в этом году ребят приобрел именно для таких целей. Понятно, эти сани, ребята, будут служить, работать. Короткие выезды, какие-то небольшие ночевки. В одного загрузился, как бы, ну, хватает. Есть кофр, там какие-то вещи, плюс модуль. Ну и здесь, как бы, для одного, допустим, одна раскладушка, одна печка. Там, ну, достаточно будет и вот этих. Но когда приезжают гости или куда-то едешь на дальняк, как раз нужны объемные большие сани. Загрузился, все там запаковался, и уже не переживаешь, как бы, что тебе что-то не влезет. Вот. Объем и вес зимой, ребята, не особо он, как бы, важен, потому что идет скольжение. Ты не тащишь это по песку, то бишь тебе надо сдернуть, и уже, я не знаю, там полтонны ты спокойно можешь на буксировщике перевозить, а то и больше, потому что идет скольжение в первую же очередь. Давайте пройдем, ребят. Не знаю, поставил за гараж, сегодня ветер, чтобы не задувало. Сделаю небольшой обзор. Так, ребят, ну что, пробежимся по саням. Вот такие сани от компании Maxi-Hot. Еще раз повторюсь, город Сыктывкар. Название данных саней Max Eco Pro. Это одни из самых больших саней у ребят на производстве. Но есть различные и поменьше. Данные сани у меня оборудованы со стояком, ребята, для пассажира. Перевозки стоя. Вот такой поручень, держатель, что немаловажно. Ну, обычно стоя
точнее сидя людей перевозят. Здесь можно и посадить, и еще добавить сзади человека, который вообще не мешает площади, то бишь он не забирает объем саней, он стоит именно конкретно на вот такой стойке и держится вот за такой поручень. На моих санях еще, ребят, вот такой доп. Это чехол встроенный, вот такая сумка сразу же зафиксирована на сане. Открыли, закрыли весь шмурдяк, груз. Ну, понятно, кто-то на дальняк ходит, понимает, да, что и снег, и вода может попасть. Закрыли таким чехлом, и проблем нету. Так, давайте по саням, ребят. Корпус саней 8 миллиметров. Все сани из ПНД. Если данные сани вот эти пластиковые, только накладки ПНД. Здесь, ребят, полностью сани ПНД. А это очень крепкий металл. Точнее, металл-пластик. Так как в использовании есть ПНД лодка, я понимаю, что такое. Соответственно, сани очень крепкие. 8 миллиметров по всему весь корпус. А днище, ребята, 700. Ширина у меня гусянка 600. И передние сани 700. Как раз, ребят, будут резать колею. То бишь я ничего не теряю. По дну 700, а на выходе 85, ребят. Видите, сани не идут как просто коробка, а то бишь как чаша. Соответственно, здесь площадь намного больше. Вот. Вот такой отбойник, ребят, интересно сделанный. Все зафиксировано на болты и, смотрю, запаяно. Вот, если какие-то моменты, то можно все спокойно разобрать, запаять, сделать. Это немаловажно. Что не цельное идет, лопнуло и все. Можно добавить, сделать. Как бы, я считаю, это тоже немаловажно. Вот такое дышло, ребята. Дышло крепкое. Получается, тут уже у нас единица идет. 1,20 м длина. Мощный такой крепеж под фаркоп. Ручка — это просто шнур. Я считаю, это очень удобно. Зимой вот это какие-то железные моменты. Лед, не лед. Просто вот шнур. Я считаю, классно. Вот такое дышло, ребята. Интересное решение. Никаких железных моментов. Все тоже из ПНД сделано. Помимо того, что здесь на 4 болта сам крепеж крепится, плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 болтов там, 3 здесь. Вот. И вот такая накладка. Ну, я считаю, тоже плюсом. Потому что если у вас идет просто железная дышла, как раз под гусянки это все вылетает. Здесь она и задерживает снег из-под гусянки, шугу, воду. Ну, не, как бы, сами понимаете, кто использует сани, когда ездят, как раз все кидает оттуда. Вот. Везде, ребята, вот такие утяжечки, кольца. Здесь кольца. Фиксировать груз. Вот, утяжками не надо что-то выдумывать. Сюда затянули. Вот, они по борту везде. Вот 3 кольца здесь идут, 4 снизу. С другой стороны то же самое. Вот такой поручень, держатель для пассажира. Вот, естественно, его можно снять, если он вам не понадобится, и использовать без этого. Вот. И вот такая площадка, ребята. Здесь уже шестерка идет. Она легкая, 6 миллиметров. Вот такой коврик, чтобы не скользили ноги. Здесь тоже самая ручка. Сзади просто идет канат. Опять же колечко. Зацепиться, правильно. Ну и в общем здесь можно также, ребята, его или вот таким макаром зафиксировать, если он вам не нужен, чтобы он не катался. Или просто снять его. Тут уже как бы кому как. Вот. Мощные клипсы, мощные заклепки. Все смотрю на болтах. Класс, вообще класс. Так, давайте перевернем. Вот, от днища, ребят, саней
По дну я и говорил 700. 4 накладки, ребята. Ширина 7 сантиметров и толщина уже тоже сантиметр, ребята. То бишь самые такие страдающие моменты, потому что трется сучки, ребята увеличивают миллиметраж. Это очень круто. На санях, ребята, встроены вот такие коньки железные, 2 штуки. И если идти по льду, ну, бывает, что сани начинают мотылять. Здесь как раз человек будет стоять и чувствовать себя уверенно, потому что коньки будут врезаться в лед и сани не будут мотылять, нежели вот эти, как будто, ну, простые. Бывает, что разгонишься и начинает их швырять. Вот. Как-то ну так, ребят. На первый взгляд, конечно, выглядит очень мощно. Очень как-то, знаете, так прям уверенно. Прям уверенно. Вот. Ну и вот встроенный чехол, ребят. Давайте его откроем. Я его не открывал, не смотрел. Чехол тоже непростой. Обработан силиконом. Вот так мы раз. Здесь еще не все так просто, ребята. Здесь вот фиксация, смотрите, идет. Раз. Раз. Вот она как. Вот это, конечно, круто. Я думал, они просто накрываются. А они здесь вот специально, ребят. Я думаю, что за вот такие держатели. Это вот. Все как нужно. И молния. Если, допустим, надо что-то достать, не расчехлять полностью, приоткрыли молнию. Помимо молнии еще липучки идут. Молния тракторная. Собачки мощные. Послужат прям отлично. Белый такой камуфляж. Ну, прям красота. Да. Это как раз вот именно кто ходит на дальние расстояния. Я считаю, просто находка. Логотип Максихода. Вот так, опа, допустим, сумочка здесь есть. Ага, открыли. Закрыли. Липучки убрали. Супер, супер. Ну, вот такой краткий обзор, ребята. Понятно, что все будем тестировать, будем смотреть. Но я считаю, просто бомба. В общем, ребят, такие дела. Сани огромные, но зато все туда загрузили и погнали. Подойдут охотникам, кто уезжает на дальние расстояния, перевозят мясо, допустим, что-то еще. Я считаю, просто супер. Ребята с компании, а именно директор с Крайнего Севера, он знает в таких делах толк. И именно по своим наработкам за свое время, скорее всего, вот именно и придумывают такие вещи. Помимо саней у компании очень много, ребят, интересного. Различных курток, чехлов, ПНД лодок, самое главное. В общем, много чего интересного. Ребята развиваются и уже за последние 3 года на рынке показали себя отлично. Да, сани, ребята, не маленькие, не легкие, 50 килограмм, чтобы вы понимали. Ну, это нужно понимать, для каких целей. Вот, естественно, если вы ездите там, рыбалка выходного дня, такие сани незачем. Но кто заезжает в тайгу надолго, на промысел, то такой корабль, я думаю, нужен. Вот. Ну, в общем, как-то ну так, ребят. Ссылочку оставлю на группу ВКонтакте. Заходите, смотрите. Очень много постов. Ребята снимают сами свои тесты. В общем, все наглядно показывают. Ну и мы в этом году тоже попробуем покататься, в общем, посмотрим, что тут говорить. Зима покажет. Пока, как видите, ребят, снега
у нас нету. Но в будущем. Все в будущем. Зима запаздывает, конечно. А так, подготовка, ребят. Такие дела. Давайте, ребят, всем не хвоста, как говорится. Аккуратненько на льду. Первый лед, он коварный, не стоит ни одна рыбалка всех вот этих проблем. Я уже вначале это сказал. Все, быть добру, связь.